Дорогие друзья, приветствую вас на телеканале Якутия-24. Это программа «Мы вам покажем». Сегодня мы в гостях у Зинаиды Иннокентьевны Топурко. Зинаида Иннокентьевна у нас журналист, да, всю жизнь проработала в печати, можно так сказать, да? И не так давно ушла на вольные хлеба. Нет, да? на самом деле давно На самом деле давно. Давно ушла, но с журналистикой не порвала. Все время все равно по профилю работаю. Да, и до сих пор, Да, конечно. занимаетесь переводом, редактированием. И сотрудничаю с журналами. Вот видите как. И вы знаете, журналистика такая профессия, журналистов бывших не бывает. Вот так можно сказать. Ну и вы сказали, что очень творческий человек, да, вся семья у вас такая, да, руки у вас, мы видим, золотые, потому что сегодня Зинаида Иннокентьевна любезно согласилась нам показать, да, небольшой мастер-класс по изготовлению. Коврика. Коврик, олбох называется на якутском, да, это сидушка, да, на стульчике, да? Да. Так, а почему вам пришла идея заниматься именно вот ковриками? Это знаете, коврики эти, это такая примечательная история, она вообще давняя. Про это я писала, там в соцсетях бывало, иногда там пишу, да? Показывать? Да, конечно. Ну, вот, допустим, вот такое. Такой коврик, он так органично ложится, ну, на любое кресло. Я, знаете, я сейчас очень много шью. Просто мне вот пришла с возрастом, да, вот такое умение мое по родовой линии, наверное, идет, и пришло вот умение шить. А сама я вообще на самом деле очень люблю вязать. Всю жизнь вязала, вяжу товарно, это получается. А вот шить я начала, у меня внучка модница, ей 10 лет, и я ей шью так называемые тренды, модные наряды, вещи, да? Наряды, брючки, и даже приходилось вот такую рубашку шить, рука прям до пола. Ну, да? Вот, где-то она подглядела и хочет, и я шью. А когда шьешь, всегда остаются лоскутки, эдакие лакомые кусочки, которых надо утилизировать. Так. Вот я творчески утилизирую. Да, действительно. И вы знаете, вот как это очень незатейливая техника. Вот я, готовясь к вашему эфиру, приготовила заготовки. Заготовки, значит, такие. Это квадратики разноцветные, да, ну, из того, что есть. Квадратики 5 на 5 примерно. Мы их вот так складываем. Треугольничком, ну и с центра начинаем шить. Я сейчас вам это покажу. А история этих ковриков, знаете, сколько много я их сшила, и просто много остается остатков. Я их должна утилизировать обязательно. Еще мне родственники, подруги там свои шторные дают остатки. И я говорю, ну зачем даете? Ведь мне все это все равно придется делать. Потому что у меня вот такой характер. Если я... Нельзя вот, чтобы просто лежала, да? Да, начала, я обязательно должна закончить. Да, вот. А если начато шитье, от него остались, я их тоже должна из ссора сделать эксклюзивную вещь. Да, конфетку. Можно сказать. Да? Всем подарила, всем своим всем подругам. раздариваете, да? Да. Они у меня расходятся как горячие пирожки. Просто так они расходятся, потому что я, знаете, до 50 я еще считала, какие я олбухи шила и кому подарила, а потом уже перестала. Больше 100, наверное. Я их, я это делаю, на автомате сейчас уже, потому что, я шью много во всяких техниках, даже розы, там, крейзи, все остальное, но эти олбухи, как-то я их на поток поставила. Есть, да, вот это внучка притащила. Вот это как так называемый тортик, тоже внучка принесла, да. Потом вот сердце на днюху тоже было подарено ребенку, да. 3D. А начиналось они очень долговечные. Можно это показать, да? Конечно, конечно. Да, мы тоже сидим. Смотрите, вот это мой первый олбух. Он был, это я в 2015 году, по-моему, шила, первый. И он до сих пор служит. И до сих пор выглядит, в принципе, в хорошем состоянии, нормально.
Вот это тоже А очень вот красивый, это да? утилизация тюлевых тканей. Ткани-то разные. Да. Вообще люблю со льном, вообще КБ материалы люблю, да, но и такой утилизировать. Половики можно шить в этой технике. А начиналась вот эта вот история. Вот это, видите, да, старенький албох. И если моей дочке, ну, больше 30, это вот 35 лет где-то, наверное. Да? Мне мама подарила, ровесник. моя мама подарила, когда дети были маленькие, ребенок был маленький, подарила вот таких 2 коврика. Это вот мамина техника, да? И они у нас служили, дошли до наших дней. И вот когда уже у меня внучка была, мы подготовили вещи на выкид, все время расхламляемся, подготовили вещи на выкид, и оттуда достала 2-летняя внучка, это было 15-й год, и не отдала просто, чтобы его выкинули в помойку. Ну и все, я тогда посмотрела, это мамина работа. И решила, ну, ребенку не гоже вот такое старое держать, и шила вот новый. И получается, мама мне такую технику подарила, моя мама, и я ее продолжила. Мама не знает. Это, конечно, после того, как мама уже ушла, из жизни случилось. Вот. Получается, от мамы у меня это. Да, оказывается. И уже столько подарила, что все знают, что Алгыстах, Албох — это мои Зинаиды вещи. Да. Ну вот сколько примерно уходит у вас? Вы сказали, что прям вот как горячие пирожки разлетаются. Это получается вы вот постоянно, когда каждый вечер свободную минуту занимаетесь? Не каждый вечер. Я же шью там вещи, брюки, там еще что-то, платье для маленькой внучки 2 года. Остаются вот такие хорошие кусочки, я их режу. Ну вот на эти квадратики, ну и начинаю утилизировать. Это я шью, ну как, месяц 2 штуки, наверное. И когда я шью это по вдохновению, а не по надобности. Вот хочется шить вдруг-то, идея такая. А они, албохи, никогда не получаются одинаковыми. Все разные. Они все разные. Каждый и потом эксклюзивный. я дарю. И албохи как-то иногда такая мандала интересная выходит. И выходит определенно под какого-то человека. И я думаю, я уже сошила и говорю, подождите, кому же я это сшила? Чей это характер? Даже думаю так, да? Потом раз меня приглашают на презентацию книги, там подруга, оказывается, книгу презентует. Друзья мои журналисты, конечно, книги издают. И я кто-то покупает цветы, шоколадки идет, да, и я беру свой эксклюзивный подарок и иду. Всем хорошо, и мне, да. и людям. И я, знаете, когда этот албох шью, я прихожу в медитативное состояние, потому что когда я, например, редактирую, корректирую или даже статьи там пишу, у меня напрягается там зрение, ум напрягается. Да. А вот это единственное занятие, когда человек отдыхает. Я кручу и все. Ни о чем не думает. А мы журналисты какие? У нас же постоянно роятся мысли. Да, постоянно мозг в напряжении, постоянно думает. Вот. А здесь получается расслабуха полная. Кайф. Да, ты ловишь видите, как кайф. нашли. Поэтому я думала, даже внучка, она у меня юмористка такая, речь очень хорошая. Когда я очередной албох шила, ей было там, ну сколько, 5 лет, она говорит, кто примет, такое сакраментальное изрекла, кто примет-то, баба опять начала. А я говорю, ну это было, ну типа, кому это нужно? А я говорю, это нужно мне, мне нужно. Я когда это делаю, я прихожу в такое расслабленное состояние, и в этом ресурсное состояние, устаю совершенно, и с радостью доканчиваю эту вещь. Вот это единственное. Нет напряжения. И получаю радость сама. И людям дарю радость. Давайте покажем, как вот идет процесс, да? Давайте. И у вас получится. Да. Здесь, значит, заготовки заранее приготовила. Вот круг, да?
Ага, материал. Я обычный материал, Обычный. круг диаметром 42 сантиметра или меньше, ну, какой вы хотите альбом иметь, да. Вот, я тут нахожу условно центр, точку, да, вот, делала для себя. Ага. И вот так. Вот точку. И вы сейчас зашьете, Катерина. А у вас есть способности Ну, на руках? думаю, что да. Вот, тем более. У нас есть же поговорка «Сахасата ватагасу». Мы сахалар все умеем, на самом деле. Давайте с ярко. Вот я говорила, да, эти квадратики, диаметр, ну, размером 5,5 на 5,5 можно. Ну, это Два раза складываем, да? Нет, Треугольник? вот складываем Раз, так. два. Раньше я это гладила, но это очень трудоемко. Вот так примерно кладу, да? 4 штуки кладу в центре. Смотрите. Вот так. Ну, давайте лучше на машинке сразу. Давайте. Это у меня машинка тоже от мамы подарок. Когда-то она мне на день рождения. Раритет, да. Раритет. Сейчас такие машинки Да, очень это советская машина еще. на вес Но золота. она у меня бедная, это, как ее, слишком толстые ткани я шью, поэтому она как-то начала капризничать на тонких вещах. Но когда она капризничает, я говорю, давай, нам же надо закончить это. И сегодня, сейчас, и она слушается, конечно. Вот смотрите, Так, сейчас, ага. вот мы в центр, сейчас. Так, мне не приходилось никогда мастер-классы именно по этому делу показывать. Поэтому Вот немного... как бы по кругу, да? идет? Да, по кругу, но тут нужна определенная сноровка. Все в одну, вот смотрите, так. Мы центр делаем. Так, еще готовьте мне. Так, делаю. Раньше я это все гладила, да, первый раз, когда шила, но это затратно. Кстати, когда я показывала, вот тоже впервые участвовала недавно в конкурсе орнаменты Якутии, ну, мы там неподготовленные пошли, тоже спонтанно, с подругами, и там оказалось, надо шить в режиме реального времени. Да, тут же. А мы пришли со своими готовыми изделиями. уже Да, пришли. думали так. Ну и Так. что, нам пришлось ввязаться, а потом уже подумать. И тогда большие мастера, мои одноклассницы, они большие мастера, и, ну, по лоскутному шитью. И им не понравилась вот эта техника, ну, то есть они не одобрили, они сказали, очень трудоемко. Ну вот, круг сделала, да, видите, да, вот 4 в центре. Так, дальше второй. Потом уже начинаем закрывать. Первый шов закрываем. Сейчас. Так, сейчас. Ну, эта техника хороша тем, что используются очень маленькие штучки, ну, которые обычно люди выбрасывают. Все идет в ход. По свету тоже сильно не заморачиваюсь. Все делается потоки. Так, вот я вот второй ряд поставила так же, как первый. 4 вот было, а потом начну уже. Так, ну, значит, мы сердцевину делаем. Сердцевину. И вот уже эти швы закрываю. Треугольник закрывает предыдущий шов. Ну, здесь уже нужен навык. А это все время смотрит в одну сторону. Вот это. Видишь, да? Так. А можно в этой технике вообще совсем другое сделать. Так. Ну, конечно, когда человек начинает, надо гладить.
Так легче Да, будет, да? так легче. Ага. Можно иголкой приколоть, чтобы не ехала центр вначале, а потом дальше идет. Я уже как бы... Вы уже приноровились, поэтому... Да, вам- на Ага. автомате. Вот так. Ну вот, у нас мы зеленым. Давай, Катерина, дальше какой цвет бы Давайте ты использовала? беленький. Давайте беленький. Какой дадите? Любой материал, да? Да, материал любой идет, но люблю работать, конечно, с клетчатой бумажной. Ага. А и, кстати, на эту Он, наверное, утилизацию, не так капризен, да, просто? Или как? ну, он хорошо ложится, Ага. и он добротный. Это же декор. Угу. Но эти тоже хороши, тюлевые. Они, я половики же шила по просьбе подруг тоже. Им на дачу. Ну, они нарядные. Они, по-моему, его не кинули на пол из-за того, что они нарядные. Жалко стало, да? Ну, жалко, видимо, Конечно. стало. Они лежат у них Но на это ведь диване. похоже на лоскутное шитье. Ну, это и есть лоскутное есть шитье, да, лоскутное но только шитье. это такая незатейливая. Ага. Скорее не якутская эта техника. Я еще раз говорю, большие мастера эту технику особо не жалуют. Им кажется, это затратно и по времени, и по материалу. Очень много этих лоскутков идет. Тогда только ощущение 3D. Ну, а мне что, я легких путей не ищу никогда. Что касается и работы, и писанины, и, ну, собственно, так. И знаете, я еще последнее время начала интересоваться цифрами. Ну, Так, ага. все же интересуются, и я. И у меня цифра моя по дню рождения 6. А это люди мастеровые, люди, ценящие красоту, Так. эстетическим вкусом. А у меня И- 7, кстати. 7 Мы у вас? рядом. Да, я. 7, хороший Ага. знак. Ага. Хорошее число. И вот Творческие люди. творческие люди, и любящие у красоту. них ценные, оказывается, руки. А я видите до как. этого все время думала, что у меня мозги хорошие. мгм. А сейчас я решила, нет, ну если у меня и руки хороши, да, эти люди должны создавать из-под рук что-то должно выходить хорошее, нужное. Ну, в целом я, конечно, люблю шить это утилитарного назначения. То, что нужно. Вязать, шить. Зинаида Никитина, все-таки я не посмею сесть за вашу машинку. Нет, Я да? думаю, что вы, да, лучше, как хозяйка, лучше я буду заниматься вот это. Вот Да, такой ну это работой. тоже помощь. Это тоже Да. помощь. Был бы утюг, я бы вам тут погладила. Утюг есть, но мы утюг спрятали, потому что, ну, утюг тоже, это затратно по времени. А самое дорогое, что для возрастных людей? Конечно же, время наше. Ага. Ну, вот такая красота выходит. Да, Нравится, уже, да? уже проявляется там рисунок красивый, да, мы можем Да, и вот оно наблюдать. как-то палитра выходит. Ага, еще. Еще одно белое. И бывало, я очень много уходит, заканчивается материал, да. Я потом беру ножницы и ищу прямо, чтобы распороть. И такое бывало, да. Такое бывает даже. Но сейчас как-то меня же вот находят, даже вы нашли, да, вот заставили на этот под софиты сесть. Значит, так должно быть. И мне люди начали давать эти, ну, свои остатки тканей. Ну, я, конечно, радуюсь, но, с другой стороны, это же работать буду. У меня как бы это поточная система стала. Я не знаю, кому не подарила из родственников. Это по пальцам можно посчитать. То есть тут А все- иногда удается монетизировать. Заказывают люди на стуле. Вот одна женщина увидела у сестры и, значит, заказала на 4 стула. Я шила. для дома, да? Да, я ей продала, ну, недорого совсем. Через год, значит,
Она же приходит и говорит, мне нужно еще 4. Сестры приезжали, отжали. Так. Другой цвет дайте. Какой? Давайте. Вот как вам? Какой? Белый уже не катит. Давайте. Ну, давайте, может. Давайте такой. Контраст Такой, да? хотите, да? Ага. Чтобы видно было, да? Чтоб видно было. Ага. Ну вот, ну, симпатично подбираете. Еще будем? Давайте. Другого Да? цвета? Да, другой цвет Давайте, дайте. Какой? давайте. Там можно принт. Давайте. Да, вот Да? этот. Ага. Этот. Окей. А из таких и можно делать подушечки. Делаю сердце детям. Дети очень любят. А еще из хлопка, да, если вообще Ага. как бы и маленькому ребенку спокойно можно. Да, и это же сшить, как бы подарить. АСМР игрушки получаются. Ага. из них. Ну, в общем, люблю творить, вот. Не словом единым, да, как говорится. Я то все время писала там что-то, ну и по работе. Но и шить тоже увлекательно. И нужно. А вяжете вы? Ой, вяжу вообще хорошо, но зрение. Все дозированное, редактирую тоже дозированно, если есть заказ. А вяжете тоже вещи, одежду или вот Да, что-то одежду определенное? этим же красоткам своим. У них такие хорошие шапки, им все идет. Я, знаете, 20 лет после окончания Якутского университета по специализации журналистика, тогда у нас была первая, и на самом деле русское отделение. По распределению попала в Хандугу, в Тампонский район, и там состоялась как журналист, а когда переехала через 20 лет в Якутск, ну, я ни дня не искала работу, я переехала и сидела на своих вещах в депрессняке, что дальше делать. Тут же зазвонил телефон и пригласили на работу. Поэтому, получается, в Якутске я не искала работу ни единого Ни дня. дня. Да, так и было. Попала в газету «Илтумен», и там была заместителем главного редактора 5 лет. Вот. Потом я перешла, была главредом еженедельника российского бренда «Московский комсомолец Якутии», пока он не накрылся медным тазом тогда. Потом я ушла уже в пенсионный возраст как раз, и я решила быть вольным художником. Не пожалели? Нет, ни разу. Я люблю свободу. А вообще люблю, конечно, писать очерки, зарисовки о людях. Это мой конек, да. И знаете, вот эти умения и уверенность у меня когда пришла. Да, тогда. Я узнала родословную, ну, как бы родовое дерево своего по отцовской линии. А отец мой рано ушел, и, собственно, я хорошо не знаю. Но тут я узнала, что у меня бабушка моя, которую я не знаю, оказывается, была вообще первой модисткой на селе. И она женщинам модным, тогда учителя приезжали там из России и так далее же, да, в 60-е годы. Она всем шила модную одежду, шила, и она у нее никогда выкройками не пользовалась, вот так брала человека и вот так ткань прилагала и также резала. И у нее вот как бы, и она пальто, там, плюшевые тогда были в моде. Вот так шила. Мне рассказали. И как я просто... Такой вот меткий глаз, да, получается. услышала этот рассказ, и у меня... И все стало понятно. У меня как-то умений прибавилось, нигде не учась. Ну, сейчас, знаете, все секретные знания открыты, сами знаете же, да? В Ютубе можно найти все. Главное, чтобы пробудился интерес. Поэтому даже вот эти... Столько сумасшедших женщин в Ютубе, если смотреть, да, ну тоже зрение нужно.
Они шьют и шьют, творят и творят в разной технике, лоскута, и все есть. Поэтому хотелось бы, чтобы уж YouTube у нас не отнимали. Уже, пожалуй, я увлеклась и больше этого сделала. Ну, мы сейчас можем примерно показать, что у нас выходит, да? Да, на этом все. Вот этот круг заканчиваю. Еще. И, так, этот круг закончу. А вас что вдохновляет? Меня? Ну, я просто утилизация, да, я шью нужное людям, ну, своим, не на широкую. У меня нет оверлока, иначе было бы у меня товарно, но без... На оверлок еще не заработала. Все, стою. Так. Да, вот как-то так. Покажи. Буквально за сколько прошло у нас? Ну, 10 минут, наверное. Да, минут 15, да? Минут 15. И смотрите, какая красота уже получается. За разговором, да? Активненько так, с помощью и моей. Да. Зинаида Иннокентьевна вот показала нам, какая красота создается. С подбором, да. Зинаида Иннокентьевна, я хотела бы вас поблагодарить за то, что вы волновались, да, я знаю, сказали, полчаса это так много, а на самом деле они пролетели вот как-то незаметно. Полчаса, конечно, очень много. И у вас столько, оказывается, интересных историй, и какой вы приятный собеседник. Вам огромное спасибо, что согласились. Ну, пожалуйста, и я вам пожелаю всего наилучшего. Впереди новогодние праздники, творите, в том числе рукодельные подарки, они всегда нужны, всегда люди очень радуются. Всегда приятно. И вам в работе больше творчества. Огромное спасибо. Спасибо Ну а всем. мы, дорогие друзья, увидимся в следующих эфирах на нашем телеканале.